земельный участок сельскохозяйственного значения покрыт сорной и древесно-кустарниковой растительностью. У каждой проблемы свои корни. Здесь 12 гектаров. Четверть заросла елками, соснами, полынью и даже борщевиком. Собственник уже давно махнул рукой на свой участок. Сейчас будет проводиться комплекс контрольно-надзорных мероприятий, направленный на установление собственника данного земельного участка. В последующем виновное лицо будет привлечено к административной ответственности и будет выдано предписание. Восстановить прежнюю плодородность участка уже вряд ли получится. Однако пожинать плоды равнодушия собственнику все же придется. Штрафные санкции для физлиц до 50 тысяч рублей, для должностных до 100 тысяч, для юрлиц до 700 тысяч рублей. Ревизоры уже обошли 200 тысяч гектаров полей и выписали штрафы на 3 миллиона. Изменение почвенного плодородия. Сегодня совещались в Высокогорском районе. Заросшие кустарниками участки – привычные явления для Казанского кольца. Не засеивают участки владельцы в Высокой горе, Лаишево, Верхнем Услоне, Зеленодольске. Схожие ситуации и в Челнах. 52 собственника привлечены к ответственности. Камнем преткновения в решении данного вопроса стал спор между лесниками и аграриями. Раз уж лес вырос, его нужно сохранить, уверены лесники. Аграрии утверждают, земля должна работать по назначению. Два этих вопроса для республики стратегически важные, поэтому каждому случаю индивидуальный подход. Нормальный лес, если ничего там не растет, если каменная земля, не сельхозное значение, там, я думаю, лучше лес растет. Но заброшенный, ни одного клочка земли не должно быть у республики. Пока в Татарстане около 35 тысяч гектаров заброшенных земель. Полностью ввести их в оборот планируют за 2-3 года. Лейсан Сабирова, Марат Заидуллин, ТНВ, Высокогорский район.